Дядя Витя, герой из ролика о выборах, приехал в гости не на один день. С другом решил съездить на рыбалку, но он не забыл о гражданском долге. На выборы президента обязательно пойдет. Я прямо тут у вас проголосую. Паспорт у меня с собой, а заявление о внесении в список избирателей по месту нахождения я уже написал в МФЦ. Возможность проголосовать на любом участке – это главное отличие предстоящих выборов. Если вы знаете, что 18 марта будете находиться не по месту регистрации, а в отпуске, командировке или по месту учебы, то нужно заранее написать заявление о голосовании на любом удобном участке. Важно сделать это не позднее 12 марта. Как подать заявление, выбирайте. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре. Мои документы. В любой территориальной избирательной комиссии через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 25 февраля по 12 марта еще и в любой участковой избирательной комиссии. Есть нюансы, о которых нужно помнить. Чтобы написать заявление, понадобится ваш паспорт. Заявление можно подать всего один раз, а потому не стоит торопиться с определением участка для голосования. Избиратель по итогам оформления заявления получит на руки отрывной талон, в котором будет отражен как раз тот избирательный участок, куда ему нужно будет в день голосования обратиться для того, чтобы реализовать свое активное избирательное право. Заявление можно подать также не по месту жительства, а по месту нахождения. А потому иногородним студентам не придется ехать для этого домой, как это было прежде. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко. Непосредственно в день выборов контролировать процесс голосования будут наблюдатели, в том числе и от Общественной палаты нашего региона и представители СМИ. Наблюдатели не имеют права оказывать влияние на выбор избирателя. Грамотный наблюдатель – это помощник участковой комиссии и еще одна гарантия защиты вашего голоса от неправомерных действий. Ольга Коняева, Василий Янин, телеканал Юрган.